Вот она, родимая. Вот наше богатство в Коми республике. Ягода морожки. Поехали за морожкой. Едем за морожкой. Немножко поснимаем, по какой дороге сейчас мы ездим. После дождей дорога вообще немножко чуть-чуть начала портиться. Возле реки дорога поднимается. Когда чуть-чуть заводить помогли. На моторной лодке будем ездить по ходу, потому что дорога все кранты. Не знаю, где выбрать, где проехать. Здесь глина, поэтому еще хуже. Скользко. Новую дорогу пробили, может там надо будет. Давай попробуем, вот тропинку натоптали здесь, там вообще жопана. Вообще глинистое место, вот здесь и проедем, а вот здесь вроде как бы здесь ездят. Здесь лучше. Подожди. Я не ездят, уже лужа. Посмотрим. На тракторах ездят тут. Нет, туда залезем, точно сядем. Там колея огромная. Тут поехать, попробовать. Одну задницу проскочили.
Смотрите, речка тут. И тут, не знаю, как роса. Росы очень много. Хотелось бы попробовать тоже порыбачить тут. Щука-то всяко сидит. И смотрите, вода большая. Вода очень даже, очень большая. Где-то сантиметров 70, наверное, лишняя вода здесь еще. Все равно здесь остановимся и палкой вытряхнем, там пройдемся. И это место хоть немножко спиннингом покидаем, попробуем. Но воды много. Вода прибывает. Сейчас дожди у нас были несколько дней. Там машину чуть дальше оставим и здесь покидаем. Попробовать все равно надо. Вот здесь курилка такая, лес в воздухе так делает. Здесь и остановимся. Погода сегодня суперская. Вообще отличная погода, не облачная, ничего, безоблачно сегодня. Тепло. Сейчас несколько дней, наверное, неделю уже пасмурно у нас было дожди. И мост еще как-то держится. Но скоро тоже может и провалиться. Там небольшой завал, небольшой завал. Тоже свалились несколько штук деревьев. Сейчас у меня старший там переодевается, болотные сапоги оденет, и все-таки попробуем здесь покидать что-нибудь, да поймать может на уху. Оводов сейчас у нас нету. Сезон у них, наверное, прошел. Только комары и мошкара сейчас будет. Сейчас август. Послезавтра уже август месяц. Начинается сезон мошкары. Здорово, однако. Даже Хариус тоже тут сидит. Почему бы и нет? Такое течение тут. Чуть подальше надо, наверное. Стержик, вот держик. Уже 20-й, наверное, заброс. Ни одного подхода, ничего. Бесполезно, видимо, сегодня. Спиннингом, наверное, вряд ли что-нибудь поймаем. Вода большая. Давай еще один заброс и мунам. Нифига, все, хватит. Пойдем вниз. Не клюет. Если не берет, так не берет, что потом. Осталось еще два участка. Два участка, где вот, ну, нехорошая дорога вообще. Один здесь, и вторая уже возле нашей избушки. Где-то метров 200, наверное. Там лужи и неприятное место тоже. Колея. Так-то нормально, но колея там уже высокая, можно на мост сесть и там время потерять. В принципе, вот два варианта. Можно здесь проехать, колея глубокая, и здесь. Обычно я тут и езжу. Еще гляну. И вроде как Нивы тут тоже ездят. Хотел там пробить еще дорогу. Там пробить. Ну, если ты часто, скажем, ездишь, можно еще этим делом заниматься. А так, один-два раза. И реечный домкрат у меня с собой всегда. Если вдруг куда сядем. Так. Здесь нормально еще. Тут терпимо. Тут терпимо.
Жалко, рыба не берет. Но все равно у нас целый день еще впереди. Будем собирать морожку и пробовать еще рыбачить. Так, тут-то проходимо. Проедем. Там дальше тоже нормально. Здесь еще посмотрим. Ну, тут на тракторы ездят вон. И колея здесь глубокая. Запросто можно сесть и... Вот, смотрите, колея где-то метр, наверное, высотой. Но не метра, а 60-70 сантиметров. Я тут сюда точно не залезу. И здесь вода стоит, а там тоже глубоко. Фу, комарье, блин. Кто-то спустился пешком. Вон она. На будущее надо тоже посмотреть. Скажем, если здесь, ну, тут тоже вон. Если только там, везде уже колея кругом. Меня уже ждут, так что времени не будем терять, будем подниматься дальше. Ребята, я тут оставил машину. В общем, мы оставили тут машину. Вон тоже за ягодами люди поднимаются пешком. Вон, 2 человека. И они здесь поднялись, как бы лодку тут мы оставили. Даже борта не закрыл. Ну и фиг с ним, пускай. Сходим к речке. Мне уже старший рыбачит. И пока там собрал спиннинг. Здесь тоже место отличное. Надо попробовать. Нашу красоту хоть немножко поснимаем даже. Уже даже 3 лодки. Ничего, тут 3 лодки, смотри. Во как. Значит, многие тут ягоды собирают. О, красота. Красота. Меня возvidla. Да, воды много. Тропинку уже тут набили. Ни разу уже, видимо, здесь поднимались ягоды собирать. Опа. Окушок был. Якушусь катили. Интересно так схватила она. Вообще рядом тут. Она за силикон только схватила и все. Сейчас глянем, на чем ездят люди, на каких моторках. Так, Судзуки я вижу. Судзуки. Это не знаю, что за Хайгитлер там белый. Так, Судзуки родимые. Так. Так. Судзуки, наверное, 5, наверное. И вот гибрид, который не раз уже
снимал, иногда бывает там редуктор у ветерка, а сам мотор иномарка китайский. И вон еще третий какой-то Хайгитлер, непонятно что за моторка такая. Так, вон. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. А, Марина даже. Какая-то Марина. Непонятно сколько лошадей в нем. Ну, конечно, из 3, конечно, я бы выбрал. Ну, вот этого. Вон, Судзуки. Сейчас еще сзади посмотрим. Сзади глянем. 5, наверное. О, бля, даже 6, как и у меня. Ну, 6. Вот они, родимые. Стоят, ягоды собирают хозяева. Зашли в тайгу, посмотрим грибы и заодно сразу посмотрим морожку. Взяли с собой ведро, хоть немножко пособирать. Что-нибудь есть или нету. Может, еще уже тут собрали. Пришли вон с тех лесов, где-то с километра, наверное, прошли. Ну, меньше километра. Наконец-то дошли до наших ягод. Мелкие, конечно. Не скажу, что крупные. Но для себя немножко пособираем. Фу. Жарко сегодня. Жара. Ой. Есть вон. Все желтое. Вон, смотри, Денис. До черта их. Этих ягод. Но очень-очень маленькие, мелкие. Ай, мелкие, да. Уже спелая. Вкусная. Опа. Да. Очень много, но мелко. Как картечь. Иногда клюква и то крупнее бывает. Вот так и будем собирать. Ягода за ягодой. Может, где-то места есть покрупнее, это же нам надо искать. И собираем с молоком там. Или просто с сахаром кушать. Очень вкусная ягода. И по болоту мы шли. И было, видели очень много клюквы. Видимо, клюква в этом году тоже урожай будет. Комарье тут летает. Вон, смотрите, надеюсь, видно или нет. Вон сколько ягод. И сплошь таки рядом, вон, кругом. Очень много их, но и мелкие. Мы ходить искать далеко не будем, просто подряд будем собирать. И некоторое количество наберем. Угу. Клюква сей годна, она вроде как за 300 рублей уже принимают. Цена нормальная, но и, конечно, работа тоже тяжелая. На жаре комары, хоть овода нету, то ладно. Много-много их, этих ягод. Вон. Везде. Везде. Видели? Вот. Кругом. Сплошь и рядом. Вот. Что глаза смотрят, что глаза видят даже, что на глаза попадаются, это везде кругом ягоды. Сейчас солнце, вот и солнце как-то отражает, не так отчетливо видно их. А если, скажем, пасмурно было, ягоды желтые, и можно, конечно, лучше увидеть их. Но я сейчас, наверное, выключу и буду немножко 2 руками даже собирать, чтобы побыстрее дело шло. Там посмотрим, что дальше будет. Здесь, конечно, и медведь тоже живет уже 3 года. Много раз его уже видели.
Будем надеяться, что не встретимся. Вон, видели как? Сколько их тут? Их ягод. Куча. Вон, очень много. Вот так собираешь целый день и иногда ягоды тоже пробуешь. И морожка такая немножко чуть-чуть как будто, ну, как будто бродит. И немножко можно даже опьянеть от вкуса морожки. Вот столько уже набрали, и ягоды, в принципе, еще мы видим, ягоды есть. И хочется дальше еще сходить, посмотреть, может еще вдали, там уже лес, тайга, а болото слева с южной стороны, вон там, кругом это болото большое, но ягоды тоже местами. И скажу, что вот, скажем, все болото и везде кругом ягоды. Ягоды тоже так надо искать. Если повезет, найдешь место и собираешь. Если нет, так целый день там ходишь, ищешь. И день пройдет так пустую. Вкусно-то как. Спелая она уже. Солнце сюда попадает и уже созрела. Вообще вкусно. Я сейчас опьянею, насколько скоро. Уже столько уже пробовал. Ем потихоньку тоже. Немножко пить хочется, вот и все время в рот закидываю. Это же, скажем, морожка такая, что один раз одну ягоду попробуешь и все время хочется. Некоторые вот собирают и ни одной ягоды себе в рот не берут, потому что морожка до такой степени вкусная, что все время хочется больше и больше. Так что поэтому она в магазинах она дорогая, потому что вкусная. Пользы не знаю, какая есть или нету от него, от этой ягоды, но на вкус она вкусная. Плодоножка, в принципе, от болезни горла, вот эта плодоножка, вот ягода, плодоножка тоже вот собирают. И когда вот кашель, бронхит, туда-сюда, вот этого помогает. Есть она ягода, она можно собирать, в принципе. Ветра вот только не хватает. Как бы в ветреную погоду легче в жару. А сегодня тепло. Уже пот течет в спине. Так. Вроде уже прошел, собрал. Повернешься, там опять такое же количество ягоды. Так круги делаешь туда-сюда. Пошел на разведку. Там уже немножко пособирали. Где-то третья часть ведра у меня набралось. Дениса я оставил там, а сам вот здесь еще пятачок надо посмотреть.
принципе, тут тоже должно быть ягоды и намного крупнее, если есть. Если, конечно, есть. Обычно там или есть, или нету. На глаза попадаются тоже ягоды черники. Ягоды черники тоже немножко есть. В принципе, для сдачи не знаю, вон ягоды уже появляются и крупные тут. Тут их меньше, вот черника, вот она родимая. Вот основное для... Ну, я люблю чернику и для боровой дичи тоже. Ну и морожка тут намного крупнее. Так, да, есть чуть-чуть. Немного, я не скажу, что много, но в принципе можно собирать. Так, вон она. Ну, мало их, но крупная. И сюда солнце меньше попадает. Из-за этого ягоды чуть-чуть еще не дозрели еще. А там, где вот сейчас до этого я собрал, там ягоды уже спелые. Потому что там почти с утра до вечера солнце все время попадает. Опа. Ну вот и ешь. Видели, какая огромная, большая ягода. Тает во рту, я вам скажу. Вот она, родимая. Вот наше богатство в Коми республике. Ягода морожки. И тайга. Ну, в принципе, чуть-чуть недозрелые еще здесь. Недозрелые, но сюда можно позже на недельку подъехать там, пособирать. Сейчас просто я гляну, посмотрю, обойду, но есть. И в другой раз можно сюда подъехать. Вкуснотища-то какая. Вкусно, обалдеть. Я немножко уже начинаю пьянеть. Пьянею потихоньку. И вон следы. Следы медведя, блин. Все-таки где-то он рядом ходит. Вот это не человек, это медведи тут. Вон он. Кругом следы. И вот недавно еще, дней 10 назад, наверное, видели, дорогу перебежал, он на мотике спускался, сосед. И дорогу перебежал. В принципе, он сейчас, ему не до человека. Вон она, еда под ногами у него сейчас. Вот. Вот этими он питается тоже. Вот этими ягодами. Здесь крупнее. Здесь намного крупнее. Вон. Вот она. Ягода. Ладно, сейчас здесь еще обойду и буду думать, или собирать тут, или дальше идти там по основной болоте в сторону запада. Сейчас поглядим. Балдею. Такая вкуснота. Вышли на такое открытое место. Вот тут болото более чистое, и ветерок дует. Хоть немножко. Сегодня жарко, очень жарко. И ветерок, кстати, вообще. Это хорошо, на ветру. Хоть немножко прохладнее. И мы уже вот где-то вон там зашли на это болото и прошли возле болота, где-то вот такой круг такой сделали уже. Находимся на этом месте. Тоже тут следы каких-то зверюшек. Медведи, наверное, тут ходили, или я не знаю. Вот кругом следы. Это здесь, наверное, медведь все-таки
ходит. И ягод становится меньше. Надо по-новому уже искать. Немножко набираем, но уже начинает потихоньку надоедать. И, наверное, уже скоро будем заканчивать сбор ягод. Я вот собрал, сейчас покажу. Где-то больше половины ведра. И тут уже литров 4, наверное. Но он все равно как-то уплотняется. Морожка такая ягода, что отсобираешь, и она оседает все время. И тяжело наполнить полное ведро. Это спелые ягоды так. И, в принципе, ягоды еще есть немножко только. Так, уже ходим, ищем. Еще немножко пособираем и будем возвращаться обратно домой. Такое количество пока. И, наверное, больше уже не наберется. Просто уже надоело, честное слово. А день, конечно, сегодня отличный. Вообще супер. Сразу и не заметил. Вот я ягоды собираю. И вон, смотрите, сколько тут клюквы. Это все клюква здесь. Еще зеленая. И очень много, между прочим, их. Кругом эти ягоды. Вот. Еще недозрелые, еще будут потом потихоньку краснеть. И побольше становятся. Это мелкие еще они. Но их очень много. Вон. Надеюсь, видно. Вон. Смотрите. Вон их сколько тут. Очень много. И вот морожка. Вот морожка попадается. Спелая, вкусная. Тает. Вообще спелая там, да? Смотри, клюкву тут столько. Очень много их. Вон. Вот это все. Это осенью будет тут урожай клюквы. Как горох сейчас они. Но уже немножко начинают чуть-чуть там краснеть один бок. Мало их пока. Как бы красных вообще нету. И вот морожка. Здесь крупнее морожка, да? Тут меньше, но крупнее. И туда еще за лесо сходим. Там еще глянем, посмотрим. Я уже пьянею. Будем собирать еще. Фу-фу. Так. Здесь солнце, как бы тенек небольшой и прохладнее чуть-чуть. И нога в воде. Вон. Видно, что стоим в воде и ногам тоже хорошо. Прохладнее. Вон она. Потихоньку набирается. Вот так. Забираем. А клюкву сколько? Фу. Вон. Везде клюква. Много их. Осенью надо сюда прийти и пособирать клюкву. Сходил на разведку. Там дальше нифига ничего нету. Ничего нету, и будем возвращаться. Будем возвращаться обратно уже. Возвращаться. А вот еще брусника. Он тоже вот призывает потихоньку. Будем возвращаться по Яголю. По Яголю. Может, грибы где найдем. Все, дальше уже не пойдем. Хватит. Все, Денис. Косам-то ща. Хватит нам. А смотри, клюкву-то сколько. Мы уже вылезли из болота. Вон там в стороне
то самое болото, где мы собрали ягоды, и вот такое количество. Где-то примерно, скажем, 7-литровое ведро, ну, 4 литра, 4, где-то 8 литров, наверное, у нас получилось. Плотно так, осевшая морожка. И нам, в принципе, это хватит. Немножко попробуем там витамины. И много собрать не будем. Будем идти по этому ягелю. И будем смотреть грибы. Вон первый гриб встретился. А вон еще выход-то раньше был, смотри. Вон все сгнило уже. Сгнившие грибы. По пути, когда на машине ехали, один гриб я видел, а раньше, видимо, здесь выходило. Ягель такой белый, ослепляет прям. Ну, опять. Вон, смотри, раньше выходили грибы. Если на недельку раньше было здесь, можно это и набрать. Вон опять гриб. Вот так вот. Уже еще некоторые, может, и такие берут. Такие с червями вообще не берем. На них, в принципе, даже и не смотрим. Вон еще гриб. Смотри, грибов-то дофига и было. И вон, а вот этот, наверное, свежий. Схожу. Этот-то чуть-чуть ранний, там ранний выход. А там я мелкого увидел. Этот-то нормальный должен быть. Один есть. Гриб 2017. Вон. Там в середине только дырочки, это уберем и нормально будет. Так, один есть. Вон, смотрите, сколько их там. Выход-то был. Ты тропинка смон, Денис? Тропинка с левой стороны там, смотри. Вон, смотри, тут сколько их было. Ай. Все, пиздец, нахуй. Гнилые, блин. Фу. Комаров сколько тут. И вон еще. Грибов-то куча оказалось тут было. Фу. Кусают, блин. Чуть-чуть надо было на недельку раньше прийти сюда. Опа. Ну этот-то вон, смотри, как-то более-менее и не гнилой, но как тряпка уже. Неприятно. Вон еще. Да. Выход был. Надо капюшон поднять, блин. Съедят меня эти комары. Фу. Уже вышли на дорогу. Вот дорога, и вон там стоит наша машина. Где-то прошли, наверное, больше километра. И грибов только нашли 2 штуки нормальных. Много грибов видели, но все гнилые. Ай, бля. Вот то найном. Не украл никто нашу машину. Фу. Стоит. Видел? Машина в тени стояла, а солнце уже в правой стороне от дороги. Примерно там, наверное, часа 3-4, наверное, собрали мы такие ягоды. Фу. Все, поднимемся к избушке и будем готовить еду. И смотри, грязь. Нырна с лукащем алюминием. Надо
вообще духота. Если здесь не застрянет, то уже почти доехали. Не видать, кушков не ловят, а воды сколько, почти как весенняя, смотри. Минск. «12 часов дня, сейчас уже 12 часов уже, без 15-12 нам, если точнее. Мы уже на избушке, разожгли костер, там скоро кипятится чай. Сейчас мы уже поели, голубцы банку открыли и дождемся чая. Будем чай и повторно еще кашу будем греть. Ну что, на первый взгляд вода чуть-чуть прибывает. Не знаю насколько. Уровень там, ну, видно, что лишней воды много сейчас уже. Будем. Сейчас выехали мы, наверное, после 6 часов. И до 12, считай, мы поднимались там и собрали ягоды. А дальше, если точно не могу сказать, что мы будем делать дальше. Дождемся вечерней зорьки и вечером будем еще на спиннинг рыбу ловить. На удочки, обычно удочки я не взял, да и не хочется как-то. Просто покидаем спиннинг, может, и еще выше поднимемся, там будет 2 озера, может на озере еще можно попробовать. Но до того, как мы собрали ягоды, там немножко я поснимал, там порыбачили, но ни одного подхода, кроме одного, окунь только один подходил и все. Еще, наверное, сено скосим и отвезем также сено домой. Комаров меньше, оводов практически нету. Вот на болоте как-то еще были, а здесь, ну, мало их, пару штук летают и все. Тепло, жарко. Только что возвратились мы с рыбалки. Сейчас еще вот сумок надо раздеть. Я камеру с собой не брал, и вот такой улов за 1,5 часа рыбалки. Вот такой окушок, между прочим, нормальных размеров. Вот 5-литровое ведро и с размером вот. Где-то диаметром, ведро, наверное, диаметром сантиметров 30. И, ну, сантиметров 25 тут точно есть окушок. И взял этот окунь на вот этот Blue Fox, 2 номер. Уже когда вообще возвращался на лодке, мы поднимались, Денис поднимался по берегу, а я поднимался на лодке. И уже на обратном пути, сейчас я покажу, в принципе, где я поймал. О, бурундук здесь живет. Нет, не видно. Вот за этой березой, вон там на другом берегу, там такой кустик, и под кустиком тоже вон как это трава. Вон, как трава там. И я сплавлялся на лодке. Вот моя лодка, я спустил, все. Начали уже на лодке рыбачить. Сезон открыли после ремонта вот лодка. И спускался на лодке и закинул там. Вот этот окунь взял. Все, больше ни одного подхода,
ничего. Только вот на мелководье мы видим только на мелководье видели очень много этих ельцов, плотва, ерши, всякая разная мелочь там плавает, а чтоб крупная рыба вообще не берет. И где-то вот пока сходили на рыбалку, я отмечал, и сантиметров 2 уже вода прибывает. И еще пару дней еще дальше там показывает опять дожди. Вот такая рыбалка. Солнце уже скоро начнет вечереть. И может быть, если не передумаем, сходим еще на озеро. У меня какое-то желание еще есть, маленькое желание. Так, если подумать, какой жор у рыбы на реке, может быть и также и на озере вообще не клюют. На реке вообще клёва нету. В прошлый раз, когда приезжали, за каких-то полчаса одну щуку Денис поймал, и вторая щука еще сорвался у него. Ушла рыба. Ну там большая была. Как всегда, большая рыба, как всегда, уходит. Ну что еще? Там опять уже костер горит. Сейчас опять чай попьем и будем думать, что делаем. Надо еще сено скосить. Скосить и собрать сено. Так вот. О, блин, надо фотографию сделать еще. Бойкая черы? Нет. Бойкая рыба. Еще две штуки таких и на уху нормально хватит. Если повезет, поймаем, может быть, еще. Может и нет. Ребята, мы уже все вещи собрали. Уже загрузили сено, которое скосили. По пути там, не знаю, покажу или нет. Может, в других видео покажу, где поработали. И что я обещал, как бы сходить на рыбалку вверх по течению, там озеро, 2 озера. И все, короче, поменялось у нас в планах. И на то озеро уже мы не пошли. Потому что клёва вообще нету. Вода прибывает. После того, как я поймал окуня, одного единственного окуня, еще сходили вниз по течению туда. Вниз по течению целый поворот еще спиннингом рыбачили. И ни одного подхода, ни одного толчка не было. Рыба вообще вяла. Рыба вообще не берет. Поэтому и мы решили уже дальше не рыбачить сегодня. В принципе, немножко подустали. Сколько там мы уже с утра и ягоды собрали, и рыбачили. И, в общем, решили обратно спуститься домой. Хотели даже с ночевкой приехать. Приехали с ночевкой, но толку от этого нету, потому что рыба не берет. И будем возвращаться. Погода отличная. Ни облака, ничего. Вообще ясно. Летняя погода стоит пока. Ну что еще? Наверное, все. На этом, наверное, буду заканчивать этот фильм. Надеюсь, понравилось. Если понравилось, как всегда, ставьте лайки. И кто в гостях, подписывайтесь. Будут дальше походы. Рыбалка, охота. Много чего будет. И будут дальше фильмы про деревенские будни жизни. Там, может, возле дома что-нибудь буду делать, строить. Ну, посмотрим. Жизнь покажет, что снимать. А на этом все. Всем пока и до новых встреч на природе в Коми. Пока.